В эфире «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале коротко об основных темах выпуска. Приостановление грузовых перевозок по маршруту Жатая-Техтюр продлили до 31 октября. О схеме работы. Якутский хлебокомбинат запустил собственную электростанцию. Как это скажется на производстве? Тепловизор за ленточкой очень пригодится, считает участник спецоперации Николай. Коллектив Алданской ЦРБ активно помогает бойцам. Якутские ученые совместно с компанией «Хатутент» разработали инновационную броню на основе местной глины. Результаты превзошли все ожидания. 30 октября в России отмечают День тренера. Кого сегодня чествуют и какие спортивные мероприятия проводятся? Приостановление грузовых перевозок по маршруту Жатая-Техтюр продлили до 31 октября. Ведется постоянный мониторинг ситуации, возможные изменения. Перевозки остановили из-за интенсивного ледостава в районе Жатая, который в этом году начался раньше сроков. В прошлом году ледостав наблюдался 10 ноября. На переправе Якутск-Нижний Бестях продолжаются перевозки судами на воздушной подушке с пересадкой на аэроботы. Ледовые переправы Якутии начнут открываться в первой декаде декабря. Первыми в центральных районах республики будет открыта переправа через реку Лену по направлению Хатас и Павловск с грузоподъемностью до 3 тонн. Переправу через дороги Вилюй до 10 тонн и переправа через реку Алдан на дороге Колыма до 10 тонн. Также в этот период планируется открытие автозимника Тасурях-Усть-Кут в Ленском и Мирнинском районах. В этом году Республиканским центром медицины катастроф было выполнено 1598 санитарных заданий по медицинской эвакуации тяжелых больных. Как отметил глава Якутии С.Н. Николаев, за последние годы санитарная авиация республики значительно расширила свои возможности благодаря увеличению финансирования из федерального бюджета, которое составило 739 миллионов рублей. Основными причинами вылетов стали экстренные заболевания, при этом наибольшее количество эвакуаций связано с болезнями системы кровообращения. Также более 400 человек были эвакуированы с травмами, ожогами и обморожениями. В работе задействовано 5 самолетов и 17 вертолетов. Алроса выполнит все производственные показатели в этом году. Глава Якутии С.Н. Николаев и генеральный директор, председатель правления Алроса Павел Маринычев обсудили ожидаемые результаты работы компании в текущем году. В этом году Алроса поставит очередной исторический рекорд по горной массе. Все производственные показатели будут выполнены в полном объеме. Также компания выполнит все социальные обязательства. С.Н. Николаев отметил высокую социальную ответственность компании, в частности, вклад в социально-экономическое развитие Мирнинского района. Сейчас наше месторождение как раз переживает такой период, что наибольшее количество горной массы мы в год перерабатываем. Доложил о том, что все производственные показатели по году будут выполнены, безусловно, в полном объеме. Также компания, безусловно, выполнит все свои обязательства перед акционерами и перед работниками. Компания остается одной из самых социально ответственных компаний в нашей стране. В Государственном собрании Якутии прошли публичные слушания по проекту закона о разработке и реализации мастер-планов муниципальных образований на территории республики. В заседании приняли участие народные депутаты, председатели постоянных комитетов, члены правительства, главы администрации и другие. Выступил главный архитектор Якутии Любовь Попок. Главными темами стали мастер-планы Якутска и Нерюнгри. Кроме того, особое внимание было уделено другим муниципальным образованиям республики, где строятся социальные и культурные объекты. Все-таки задача мастер-плана не только развивать города, но и менять их облики. Поэтому в наших северных условиях, конечно, это сложно. Здесь требуются особые подходы, особые инструменты, не совсем подходящие, например, как для других регионов. Поэтому, например, такая замечательная программа, как Всероссийский конкурс малых городов по общественным пространствам, его с прошлого года разделили и отдельно выделили уже направление Дальнего Востока. И
у нас появилась возможность принимать уже в большем количестве в конкурсе и больше благоустраивать территории в рамках как раз этого конкурса. Якутский хлебокомбинат запустил собственную электростанцию. Все составляющие энергообъекта были произведены в Набережных Челнах, что облегчает обслуживание станции. Подробнее о новом энергоцентре расскажет Вероника Таюрская. Газопоршневая электростанция включает в себя 6 генераторов по 200 киловатт. Общий объем вырабатываемой энергии составит 1200 киловатт. Новый объект может вырабатывать как электричество, так и тепло. После запуска станции стоимость 1 киловатта, согласно бизнес-плану, снизится в 2 раза. Здесь находится 6 установок по 200 киловатт каждая. Работают за счет газа. Также выделяется тепловая энергия для наших котельных, то есть для отопления зданий. Эффективность этих установок, значит, получается, что вся электроэнергия, в общем-то, она вырабатывается за счет газа. То есть и мы также вырабатываем за счет газа свою электроэнергию. То есть, окупаемость, она существенна. Создание энергоцентра на базе Якутского хлебокомбината является необходимым условием для дальнейшей реализации программы технической модернизации, расширения производства, обеспечения сохранности оборудования и снижения издержек на устранение поломок. Все оборудование, особенно современное, требует определенных ресурсов. Да? Это касаемо и электроэнергии, и других ресурсов. Вот. И все-таки, являясь стратегической компанией, мы обязаны на сегодня обеспечить своевременное производство хлеба населению города Якутска и близлежащим районам, улусам. Да, и ввиду этого мы еще во второй же очередь, да, кроме того, что мы будем оптимизировать затраты на электричество, да, будем иметь еще свой альтернативный источник электроэнергии. Запуск энергоцентра на базе Якутского хлебокомбината стало возможным в рамках указа главы Якутии Айсена Николаева о развитии местного производства и туризма в Республике Саха-Якутия. Одним из примеров реализации этого указа является сегодняшнее открытие газопоршневой станции на базе Якутского хлебокомбината, которая направлена на снижение себестоимости, которая, несомненно, отразится и на качестве, и на ассортименте продукции, и на росте заработной платы. Это необходимые все условия, которые позволят нам увеличивать объем производства. Такая модернизация необходима практически во всех предприятиях нашей республики. И многие предприятия эту работу уже начали. И уверен, что она и продолжится в будущем. Запуск газопоршневой электростанции снизит себестоимость произведенной продукции за счет оптимизации затрат на электричество. Новый центр также послужит дополнительным альтернативным источником выработки энергии, расширит мощность оборудования, установленного на комбинате. Кроме того, система не требует постоянного пребывания персонала. Вероника Таюрская, Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. Оперативный штаб Якутии продолжает обеспечивать участников специальной военной операции снаряжением. В настоящее время идет поставка квадроциклов ЯКТ «Сокол» в рамках программы «Торг Патриотическая». В пути в зону СВО находится 8 квадроциклов. Продолжается транспортировка гуманитарных грузов, включая автотехнику, переданную предприятиями и организациями республики, и адресных посылок. Объединить уникальные природные ресурсы Якутии и передовые научные разработки. Якутские ученые совместно с компанией «Хатутент» разработали инновационную броню на основе местной глины. Результаты испытаний произошли все наши ожидания. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Броня создана из якутской глины, добываемой на территории нашей республики. Она на 30% легче зарубежных аналогов, которые весят около 100 грамм, а также способна выдерживать пули различных видов оружия на разных дистанциях. Глина приобретает такие нужные для брони свойства благодаря суровым климатическим условиям Якутии. Добыча, обработка, обжиг, все один человек делает. У него технология такая, обработка идет такая 3 дня обязательно должен высушиться, да? Вот это высушится или вот этот вагон высушится. Там одинаково идет. Поэтому, если масштаба взять, тогда можно, скажем, вагонами клепать уже. Опыты по твердости и надежности брони создатели провели на стрельбище. Новинка выдержала выстрелы с дальнего и ближнего расстояний, как от отечественных производителей, так и импортного оружия. Мы каждый раз улучшаем его. Недавно сами даже удивились, что наши результаты остановили даже пулю
снайперской винтовки СВД. У многих производителей брони, иностранных, любого уровня, любых стран, у них проблема, когда остановить пулю он может, но именно керамика или какие-то другие составляющие, они превращаются в осколки. Дополнительным плюсом якутской брони стало то, что пули не рикошетят от нее при попадании. Броня показала отличные результаты во всех сферах. Это действительно шаг вперед в области оборонной промышленности и сохранения здоровья наших бойцов. Дайна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. Тепловизор за ленточкой очень пригодится, считает участник спецоперации, житель Алдана Николай. Чувствительный прибор мужчина получил от коллектива Алданской ЦРБ. По словам Николая, медработники постоянно помогают ему и другим военнослужащим. Какая поддержка оказывается бойцам, узнали наши корреспонденты. В кабинет главного врача Алданской центральной районной больницы Николай с супругой прибыли не с просьбой и не с вопросом по части здравоохранения. Николай – участник специальной военной операции. Приехав домой в отпуск, мужчина решил поблагодарить коллектив больницы за неравнодушие, отзывчивость и поддержку. Большое спасибо за лекарства Лидии Петровне, что отправили. Не мог нигде найти миасма, ингалятора найти не мог. Молодцы, отправили. За ленточкой Николай состоит в должности механика-водителя гусеничного вездехода. С алданскими медработниками военнослужащий поддерживает постоянный контакт. Его супруга Анна работает в первичном сосудистом отделении больницы медсестрой. Большое спасибо. Спасибо Лидии Петровне, Оксане Михайловне. Сразу пришла к Лидии Петровне, сказала, такая проблема, помогите. Было оперативно все сделано. Спасибо большое. От всего коллектива Алданской ЦРБ главный врач Оксана Насихина вручила Николаю тепловизор. Оптическое измерительное устройство имеет обширный функционал. При этом оно компактно. Точный и чувствительный прибор, по словам Николая, вещь очень нужная. Конечно, нужная. Так как я водитель, передвигаемся без фар. С его помощью буду видеть ночью нормально хоть. Военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации и получающих лечение в госпиталях, коллектив Алданской центральной районной больницы поддерживает постоянно. В сборе средств принимает участие весь персонал. Помощь мы оказываем, конечно, на постоянной основе уже в течение 2 лет. Отправляем теплые вещи, лекарства, перевязочный материал. Теперь отправляем и специальную технику, которую у ребят возникает потребность. Стараемся во всем активно поддерживать и непосредственно членов семей участников специальной военной операции, которые непосредственно работают в нашей больнице. Наряду с отправкой грузов в военные части и в госпитале Алданская ЦРБ также оказывает адресную помощь землякам, участникам спецоперации. Адресная помощь, в том числе мы оказываем тоже помощь, особенно тех бойцов, которые нуждаются в специальном лечении. Например, ингаляторы, специальные противообезболивающие средства и так далее, и так далее. Формируем адресные посылки и отправляем непосредственно тем, кто нуждается. За чаем гость рассказывал о жизни в части. Беседа проходила в непринужденной и по-товарищески теплой атмосфере. По словам мужчины, помощь, которую бойцы получают из дома, ценна не только материальной составляющей, но и душевным теплом тех, кто их ждет. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В рамках антифашистского форума в Якутске работает мультимедийная выставка «Без срока давности». Она повествует о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны и в наши дни. Работает выставка с 16 октября в музейном комплексе «Россия. Моя история». Выставка приурочена ко второму республиканскому антифашистскому форуму, который пройдет с 4 по 6 ноября по инициативе главы Якутии Айсена Николаева. Вход свободный. О главных событиях Мирнинского района смотрите в актуальной подборке новостей от наших коллег из Мирного. Предлагаю посмотреть. За последние годы отмечен массовый приток специалистов в учреждениях здравоохранения Мирнинского района. Благодаря национальному проекту «Земские докторы» и другим программам в Центральную районную больницу в этом году пришли на работу 13 врачей. А всего в течение этого года трудоустроено 24 специалиста. Я в Мирный приехала, потому что я 8 лет назад, когда только-только поступала в ВУЗ, я подписала договор с Мирнинской районной больницей. И в течение 8 лет я
знала, куда я поеду и где я буду работать. Коллектив меня принял с теплой. Все добрые, дружные, все хорошенькие ребята. Нам с мужем представили жилье безвозмездно в общежитии. Массовое трудоустройство стало возможным благодаря программам по привлечению медицинских кадров, которые реализуются в Якутии. Сегодня в рамках совместной работы Министерства здравоохранения Республики, администрации Мирнинского района, акционерной компании «Алроса» и Мирнинской центральной районной больницы ведется активная работа по привлечению специалистов в район. Я переехала работать в Мирный в августе. Работаю врачом-педиатром участковым. Так, подала льготы, есть земский доктор, и для молодых специалистов 5% на зарплату. У меня многие одногруппницы уже тоже работают в поликлиниках, и когда только приходишь работать, есть поддержка опытных врачей, ты всегда можешь у них взять консультацию. Если есть какие-то вопросы, ты всегда можешь им задать, они всегда на связи. За прошедший период на территории Мирнинского района всего зарегистрировано 173 пожара. Из них лесных 39 и техногенных 134 пожара. По фактам пожара привлечено к административной ответственности 50 граждан. Еженедельно сотрудниками МЧС по Мирнинскому району проводятся рейдовые мероприятия в жилом секторе, а также проверки зданий и сооружений с целью пропаганды обеспечения пожарной безопасности. Всего за 2024 год проведено 269 профилактических визитов, в том числе 43 внеплановых проверок. Профилактика в жилсекторе проводится, и нами проводится, и третьим пожарно-спасательным отрядом проводится. Они ходят по гражданам. Рекомендуется устанавливать автономные извещатели в квартире, на кухне, в каждой комнате по одной штучке. Они помогут гражданам, если они спят, что-нибудь подгорание пищи произошло, либо где-то короткое замыкание произошло. Они могут разбудить человека, либо есть автономные извещатели, которые находятся с приложениями. В Мирнинской православной гимназии открылись 10-е региональные рождественские образовательные чтения. Тема чтения этого года – 80-летие Великой Победы, память и духовный опыт поколений. По словам организаторов, тема героического прошлого сегодня является настоящим фронтом в развернувшейся информационной войне и на передовой специальной военной операции. Рождественские чтения – это общий такой вот образовательный церковно-общественный форум. Полное название – Рождественские образовательные чтения. Происходит в несколько этапов. Благочиннический или районный этап, региональный, у нас это республиканский этап, и международный, который проходит в Москве. Во весь период всех этих этапов принимают участие люди в количестве более 1 миллиона человек. В Якутии вообще он происходит по благословению архиепископа Якутско-Виленского Романа. В нашем городе Мирном нынешние чтения, они юбилейные, 10-е. Мы стараемся приглашать экспертов с разных сфер, трудящихся как церковных, так и околоцерковных, но трудящихся на ниве такого духовно-нравственного просвещения и воспитания нашей молодежи. Среди приглашенных гостей форума писатель, публицист, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Андрей Афанасьев. Он провел актуальные в современном мире лекции для жителей алмазной столицы. До 16 лет ребенка в социальных сетях быть не должно, потому что это среда манипуляции, это среда деструктива. То есть в цифровой среде у нас сейчас такие, знаете, цифровые 90-е. То есть это отдельная от нашего мира среда, в которой порядок еще не наведен. Сейчас принимаются определенные законы, делаются некие такие поправки законодательные. То есть ситуация потихонечку меняется. Но это ключевое слово, что потихонечку. То есть пока что этот мир представляет, цифровой мир представляет для ребенка определенные опасности. Угрозы, о которых не знает ребенок, о которых не знают родители.
И вот я своим долгом считаю вот именно и родителей детей просвещать заранее, чтобы они как бы, когда с чем-то таким сталкиваются, хотя бы имели представление о сути самого вот этого явления. Потому что главная проблема современности – это разрыв реальности, что дети и родители сейчас, к сожалению, живут в двух разных, не пересекающихся между собой реальностях. Слушатели лекции принимали активное участие в дискуссии со спикером и с большим интересом задавали свои вопросы. Особенно интересовались, как распознать мошенников в интернете и избежать конфликтных ситуаций в онлайн-общении. В Якутии поставят спектакль о Степане Аржакове «Над вечным покоем». Премьера спектакля о жизни одного из отцов-основателей якутской автономии Степана Аржакова в честь его 125-летнего юбилея поставят в Сахатеатре 9 и 10 ноября. Пьеса известного драматурга Дмитрия Наумова рассказывает о главных событиях жизни Степана Аржакова, начиная с автономии до суровых репрессий. Основанные на архивных документах факты оживают на сцене. Билеты уже в продаже, действует пушкинская карта. Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Республики Руслан Тараховский. И мы показываем его с разных сторон, эту личность. Он даже вот в освобождении Амги участвовал с винтовкой в руках, работал в разных таких должностях. Министром внутренних дел, наркомом земли и хозяйства. И еще показываем семейную его жизнь, как отца, семейства. Поэтому будет многосторонне будем показывать. Поэтому, наверное, будет нам, зрителям, интересно. Юные гимнастки Якутии и их наставники отметили День тренера в самом красивом гимнастическом зале республики в ДЮСШ США номер 9. Главным событием стала контрольная тренировка от олимпийской чемпионки Ксении Дудкиной. Принять участие в важном событии съехались сотни гимнасток и тренеров из разных школ и клубов со всех уголков республики. Юные гимнастки продемонстрировали показательные номера с булавами и лентами. По итогам тренировки будут отобраны спортсменки для дальнейшей подготовки в качестве кандидатов в сборную Якутии. Также в планах чемпионки работа с тренерами для создания продуманной единой системы подготовки гимнасток. Безусловно, мне понравились малышки, совсем маленькие дети, которые также хорошо работают. Но у нас самое главное этот возраст довести до как можно дольше. Соответственно, мы должны обращать внимание на такие нюансы, на которые мы не обращаем внимания. Соответственно, мы должны сохранить детей, мы должны сохранить уровень. Маленькие они хорошие, вырасти они должны еще лучше. Я надеюсь, что все тренеры со мной согласятся, и мы будем над этим работать. 30 октября в России отмечают День тренера. Традиционно в эти дни проводятся соревнования и турниры, на которых приглашают ветеранов спорта, заслуженных тренеров и знаменитых спортсменов. В Якутии этот день совпал с проведением турнира по хоккею. Подробнее в сюжете Тимура Калмогорова. День тренера – праздник, посвященный людям, которые играют ключевую роль в жизни каждого спортсмена. Инициатива его создания принадлежит Федерации спортивной и художественной гимнастики страны в 1999 году. Чествуют не только наставников профессиональных спортсменов, но и тренеров детско-юношеских спортивных школ, секций и всех, кто вовлекает людей к занятию спортом. Для Вадима Цикунова наставление и обучение детей стало частью его жизни, как и занятия хоккеем, которые он начал еще в 6 лет. На начальном этапе, конечно же, это желание, когда есть желание, тогда есть результат. И на поле, конечно же, нужно отдавать себя игре, чтобы забивать, отдавать. И, естественно, чтобы были хорошие результаты. Знаете, есть такое выражение, может заболеть хоккеем, и я, наверное, скорее всего, заболел. Не могу представить себя на другой работе. Нравится работать с детьми и смотреть за игрой. Это все эмоции. Любая игра – это эмоция. Игра на турнире для воспитанников была не только возможностью показать свою командную слаженность, но показать личные успехи, которыми они обязаны своим упорным тренировкам и наставлению их тренера. Отличный тренер. Сколько первых мест, это все, он тренировал всегда. Он тренировал с 5 лет где-то или с 4. Бывает, в моменты тяжело, но все легко дается, бывает.
Тренеры становятся вторыми родителями для своих воспитанников, так как помимо тренировок они направляют и поддерживают их в спортивном пути. Дети слушаются тренера. Тренер может дать те наставления и совершенно с другого ракурса, нежели родители. Видит тренер какие-то сильные стороны, которые родители, возможно, не могут замечать. И зачастую бывает так, что именно тренер позволяет ребенку двигаться именно в том направлении, в котором он может достичь наибольших успехов. Поэтому очень здорово, что есть такой праздник. И, безусловно, без тренера не было бы больших побед, не было бы великих свершений. Впереди у детей множество самых разных соревнований, где будут происходить свои взлеты и падения. Так и данный турнир – один из шагов вперед. Тренеры усердно готовят своих ребят к предстоящим соревнованиям, ведь от их работы зависит не только физическая подготовка детей, но также и спортивный дух. Тимур Калмогоров, Иван Сарукаумов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.